С мая месяца в России и, в частности, в республике стартовал второй этап увеличения заработной платы бюджетников в рамках реализации указов президента. Он коснулся 12 категорий работников социальных сфер. Ощутили ли изменения работники Алданского района? Материал Руслана Павлова. Юлия Ворушина пришла работать в Алданский центр семейного устройства детей-сирот в 2012 году, в то время, когда в свет вышли так называемые майские указы президента Путина. Одним из поручений правительству было повышение уровня зарплаты работников образования. То, что поручение исполняется, педагоги почувствовали уже в 2014 году. Первое повышение произошло такое глобальное в 2014 году, то есть там практически, по-моему, на 50% заработная плата поднялась, что очень было, конечно, ощутимо для любого педагога. И все этому, естественно, радовались. А второе повышение произошло в 2017 году. То есть в прошлом году оно было в 2 этапа. Конечно, повышение небольшое, но, тем не менее, эти 2 этапа тоже педагоги все чувствовали и очень этому радовались. Задача довести уровень зарплаты педагогов и среднего звена сферы образования до средних показателей по региону исполнена. Сегодня работники образования смело могут сказать, что получают за свой труд достойную плату. На самом деле, конечно, естественно, никогда не бывает много денег, всегда хочется, чтобы их было больше, но, тем не менее, слово «достойное» очень подходящее, и я считаю, что действительно вот в нашем учреждении от младшего звена до педагогов с высшей категории действительно зарплата очень достойная. Впрочем, сложно оценить вклад работников центра в развитие и обустройство детей-сирот. Ведь к детям с надломленной судьбой нужен персональный, особый подход. И это получается у работников центра. Недаром говорят, что педагог – это не профессия, а призвание. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан.